нас образовался в результате большого всероссийского конкурса, на котором выиграл или победил проект Лады Евсеевой, вот, краеведа, человека очень неравнодушного, хорошо знающего историю. Она работает у нас методистом. И это вдвойне приятно. Вот. Что этот проект прошел через такие, так сказать, жернова общефедерального конкурса, в котором принимало участие 800 работ. И шорт-лист составлял 15 проектов. Когда мы туда попали, значит, мы, конечно, были тоже удивлены. Но когда мы вошли в число финалистов 5 проектов, это был, конечно, фурор. Проект очень интересный. Он действительно, мне кажется, давно уже как-то напрашивался, да? Потому что мы все говорим, что Якутия – это форпост России на Дальнем Востоке, вот, что это огромная территория, что, значит, здесь столько у нас бывало интересных людей. А как-то вот посмотреть, скажем, не копаясь в тысячи книг, да, об этом где-то вот увидеть в одном месте было невозможно. Идея собрать, ну, какой-то, так сказать, ореол вот этих вот людей в одном месте, чтобы люди могли, ну, хотя бы в первом приближении ознакомиться, да, с такой плеядой, да, это представить это вот в такой идее, да, арт-объектов было довольно, ну, для меня довольно сложно. Это действительно нужно иметь какое-то такое творческое мышление, да. И эта идея была подана на этот федеральный конкурс, она победила, и началась работа. В принципе, кто примерно там должен быть, мы все, ну, так, примерно знаем, да. Но когда вот эта работа, собственно, началась, это, конечно, были обсуждения. Там, сколько должно быть этих, как, по какому принципу мы это все будем строить. То, что сегодня здесь представлено, все-таки это, наверное, вот те люди, которые должны были здесь находиться. А то, что этот объект, он вписывается в контекст нашей работы, это очевидно. Потому что исторический парк – это место, где люди должны погрузиться в историю своей страны, своей республики. И он является логическим продолжением, да, уже через персонификацию, да, вот, конкретных людей. Потому что как бы историю жизни, вклад конкретных людей. И вот тут мы выходим как раз на человека, да, можем проецировать как бы свою жизнь, вот, смотреть через призму вот таких выдающихся людей и задумываться о том, какой вклад мы, собственно, способны внести в развитие своей родной республики, если мы и дорожим, любим своей родины. А то, что находится здесь, на территории исторического парка, казалось бы, от центра далеко, а вместе с тем, это же зона очень перспективная в плане развития. Здесь вот вырастает такой огромный квартал, здесь строится школа, вот она, школа, на 1000 детей. Вот эти дети будут подходить сюда, да, и будут задумываться, а кто такой Евтушенко, а кто такой Илья Мазурук, а кто такой Валерий Быковский, да? Один раз подойдут, 2 раза подойдут, 3-й раз подойдут, все равно прочитают, задумаются. Рано или поздно человек, вот, я думаю, начнет приобщаться к своей истории, задумываться. Вот. Все дело в каких-то вот таких, в том, чтобы человек задумался о своем будущем, о будущем своего края, вот, о том, что он может для него сделать. В этом смысл этого монумента.